Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Жатайская судоверфь – стратегический объект для всей республики. Он обеспечит строительство судов от барж и буксиров до плавучих доков и даже арктических судов класса «Река-море» для выполнения задач северного завоза. Вот о начале производственной деятельности предприятия мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Владимир Пермяков, генеральный директор Жатайской судоверфи. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас находится строительство самой судоверфи? Так, на сегодня у нас строительная готовность порядка 95%. Вместе с тем мы в прошлом году приняли решение объект большой разделить на 3 пусковых комплекса. Это стапельные пути, и стапельные пути мы сдали еще в эксплуатацию, строительную часть, еще в декабре 2024 года. То есть он уже у нас введен в эксплуатацию. Цеховая часть — это у нас половина блока корпусных производств. Мы сдали и запустили производственную линию в апреле текущего года. Глава республики участвовал. И на сегодня у нас остается эллинг. Это вот большие пролеты, где будут собираться крупные пароходы, проезды площадки. Значит, всего у нас комплекс порядка 58 тысяч квадратных метров. Из них на сегодня у нас осталось порядка чуть больше 10 тысяч квадратных метров, которые мы должны сдать до конца года. Мы планируем в октябре завершить все строительно-монтажные работы и в ноябре со всеми разрешительными документами получить разрешение на ввод и ввести в эксплуатацию, полностью уже завершить инвестиционный цикл нашего проекта. То есть к концу года перерезаем красную ленточку? Красную ленточку перережем обязательно. Хорошо. Давайте поговорим с вами о первом заказе. Ну, если говорить вообще в целом про производственную программу завода, да, значит, в целом проект заточен под Ленский бассейн. Это у нас крупнейший перевозчик, конечно, это ЛОРП наш. Поэтому мы ориентируемся на инвестиционную программу ЛОРПа. У ЛОРПа больше 300 пароходов, и ветхость, конечно, у них средний возраст 42 года, то есть потребность строительства новых судов и модернизации есть. Другое дело — это финансирование. На сегодня немножко сложная ситуация, не только в ЛОРПе, да, в целом по стране такая ситуация финансовая, поэтому мы сейчас ориентируемся на ЛОРП. Вообще мощности у нас позволяет строить до 10 крупных пароходов в год. Значит, и первый мы соглашение подписали с ЛОРПом, это будет 100-метровая, больше 100 метров трюмная баржа класса «Река-море», на которой сегодня у нас уже идет проектная работа, мы завершаем. И при поддержке правительства и финансовых структур Министерства промышленности, это льготный лизинг может быть, это субсидии на утилизацию или субсидии на судостроение, мы в ближайшее время должны уже заложить вот это первое судно. Ну и в будущем при финансовом подкреплении Ленского пароходства уже по инвестиционной программе Ленского пароходства должны хотя бы минимум начать там с 3-5 судов в год и на полной мощи 10 судов уже выйти через определенное время. Ну и вообще направление металлоконструкции планируете же развивать? Да, если мы сейчас только что сказал, да, сложность финансируем, но мы, чтобы завод не простаивал, в целом мы ориентированы заниматься еще и другими вещами. Кроме крупного судостроения, значит, у нас сейчас, на сегодня, кстати, у нас еще уже есть заказ. Мы завершаем первый заказ. Это малый паром, такая баржа для сельхознужд. Да, у нас соглашение с Унтарским районом. Вот буквально в начале октября мы должны спустить на воду, испытать, ну и сдать, значит, в регистр. Это вот такие паромы мы прорабатывали с Министерством сельского хозяйства. Потребность у районов есть, да, это у сельхозугодия, которые зачастую расположены за рекой, той или иной, да, допустим, та же Амга, Вилюй, у них потребность в этих малых паромах есть. Поэтому у нас сейчас сформирован примерно перечень, сколько, около 30-40 штук потребность уже есть. И есть поручение главы республики, Министерства сельского хозяйства, чтобы проработать такую региональную программу поддержки муниципальных образований. Они бы готовы заказать, но просят софинансирование с бюджета республики. Первый паром наш уже будет спущен, и с этого года мы уже начнем штамповать такие 10-метровые, 15-метровые паромы для районов. Кроме того, у нас, как я сказал, что у нас готовность 95, и у нас оборудование полностью уже на месте. Мы их запустили, сейчас уже малые даже заказы от участников у нас приходят, чтобы там порезать металл, согнуть. У нас станки такие мощные.
Поэтому мы готовы браться за любые металлоконструкции. Это у нас есть тут разговоры сейчас идут с управлением автомобильных дорог республики по строительству мостов, резервуары, газгольдеры. Все, что связано с металлом, мы можем взяться за такие работы, и чтобы завод и оборудование простаивало, параллельно заниматься такими вещами. Предлагаю затронуть еще и тему финансирования. Вот соотношение федерального и регионального бюджетов там оно каково? Соотношение регионального, республиканского и федерального, ну, порядка 50 на 50, да. У нас проект в целом около 8 миллиардов стоит. Федеральное финансирование мы полностью уже освоили еще в прошлом году. Со своей стороны республика тоже свои обязательства выполнила, и в бюджете было предусмотрено ну, полностью финансирование. То есть проект до завершения строительно-монтажных работ финансирование обеспечен. Ну, дальше должны уже сами зарабатывать. Портфель заказов на ближайшие годы прорабатываете? Ну, я уже ответил на этот вопрос, да, вот портфель заказов будет плотно связан с инвестиционной программой ЛОРПа. Но кроме того, мы не только зацикливаемся на ЛОРПе, у нас есть и другие судовладельцы, это Колымская судоходная компания, Алрос-Алена, с ними у нас соглашение тоже есть. Опять-таки, компании своими силами пока что не могут разместить заказ. Для этого нужна государственная поддержка, чем и сейчас занимается наше правительство и Минтранс в том числе. А вот ну, на самом-то деле, почему появился у нас такой запрос по строительству Жатайской судоверфи? Потому что ну, флот стал ветхим и нуждается в обновлении. Следите ли вы за активным обсуждением вот этой проблемы на федеральном уровне? Ну да, вот это самый сейчас такой острый вопрос, не только у нас, а вообще по всей России, да. Если мы говорим, что у ЛОРПа средний возраст судов 42 года, такая ситуация по всей России. То есть в свое время, там 40-30 лет назад, очень было такое сильное судостроение, сейчас они в основном модернизировались, условно говоря, ремонтировались и до сих пор ходят. Поэтому этот вопрос стоит не только у нас, по всей России, и все судовладельцы говорят, что своими силами они сейчас при такой ставке Центробанка не могут позволить себе обновить флот. Ну, 1-2 построят, ну, надо же 300 у нас, допустим, как у ЛОРПа, 300 сразу взять и за раз. Где через 10-20 уже не на чем будет возить груз. Мы понимаем, что без речного транспорта, допустим, у нас северный завоз, кроме как речным транспортом, никак не завозят, да. Поэтому эта проблема уже давно, да, уже сейчас мусолится на федеральном центре. Вот буквально на прошлой неделе мы, кстати, вот хотел отметить, да, участвовали в крупнейшей международной выставке Нева-2025 в Санкт-Петербурге. Это отраслевая выставка, крупнейшая в России, и еще входит в топ-10 мировых выставок таких, выставка-форум. Мы первый раз презентовали свой завод, интерес такой очень впечатляет наш завод, прям даже потенциальные партнеры в очередь стояли. Наша делегация возглавлял первый зампред Дмитрий Дмитриевич Садовников. То есть правительство нас все-таки это всегда поддерживает. И там были представители и Министерства транспорта, Министерства промышленности. Да, и прям такой диалог, что понимание проблемы есть, и действующими механизмами финансирования, да, это льготный лизинг у нас есть сейчас, субсидии на утилизацию и так далее, эти механизмы пока недостаточно. Поэтому есть пару поручений и президента Российской Федерации, да, рассмотреть другие виды государственной поддержки судовладельцев. Это очень актуальная тема. Сейчас такой диалог начался между властью и судовладельцами, и в конечном итоге, значит, должны появиться какие-то продукты государственной поддержки судовладельцев именно. И тем самым должны стимулировать строительство новых судов, обновление флота в России в целом. Ну и в том числе мы должны получить заказ от нашего ЛОРПа или ближайших соседей, допустим. То есть от этого еще и зависит, например, ваша проектная мощность, как было заявлено, например, 10 судов в год? Да, естественно. 10 судов таких больших, крупных, больше 100 метров, мы параллельно можем строить 10 судов. Поэтому, чтобы загрузить завод полностью, да, чтобы хотя бы там не было, ну, чтобы завод был рентабельный, надо загрузить, ну, хотя бы там минимум сейчас, для начала, 5-6 судов. В целом, производственная мощность позволяет, оборудование позволяет, поэтому мы готовы.
Но ведь в Жатае не только судоверфь, там и социальную инфраструктуру начали выстраивать для специалистов. Общежитие, да что еще? Да, у нас есть многоквартирный дом, 106 квартир, он уже сдан в эксплуатацию. Значит, сейчас мы готовим документы, там застройщик Республиканское ипотечное агентство. Там сейчас довезут мебель, и мы буквально до конца года мы туда заселимся. У нас пока полностью заселить нечем, но есть уже у нас сотрудники, которые из других регионов, которые переехали. Они там будут жить. Кроме того, достраивается общежитие на 200 мест. Это тоже для работников с Жатайской судоверфи. До конца года он должен ввестись в эксплуатацию. И там у нас тоже будет жилье не только для наших сотрудников, может быть, там будут субподрядчики, которые к нам будут приезжать. В общем, типа гостиничного типа будет там общежитие у нас. Это позволит нам конкурировать по кадровой теме с другими регионами, заводами. А подготовка кадров как ведется? Есть Вот же это и тоже колледж очень, да, такой острый вопрос. Мы вот часто бываем в командировке в Санкт-Петербурге, да? Мы думали, что хоть там нету кадровой проблемы, оказывается, кадровая проблема везде. Поэтому тут нам надо конкурировать с другими заводами по зарплате. У нас климат суровый. Для этого, социальная, значит, инфраструктура у нас есть. Но вот у нас, если я сказал, что завод готов к строительству 10 судов, то на сегодня надо признать, что мы по кадрам пока что не готовы. Но набирать сейчас тоже 200 человек, чтобы через год будем строить там, или через 5 лет будем строить там 10 судов, наверное, сейчас тоже не стоит. Поэтому мы, ориентируясь на предстоящие заказы, будем первое время, конечно, где-то привлекать специалистов других регионов. Это раз. Потом есть понятие и субподрядных организаций. Значит, вот таким макаром пока будем работать с новым заказом. Что касается перспективы будущего, да, даже не перспектива, вот я сейчас расскажу. У нас есть техникум жатайский. В жатайском техникуме давно у нас есть профессии корпусников, судокорпусников и сварщиков. Они раньше куда устраивались? В ЛОРП, там, не знаю, там, по гражданскому строительству сварщикам устраивались и так далее. Сейчас уже у нас конкретно есть потребность. У нас соглашение есть с техникумом. Значит, и у нас вот трехэтапная такая подготовка кадров, да, мы уже 6, если я не ошибаюсь, открыли фирменных классов по всей республике. Значит, да. Значит, с этого со школы поступают в техникум жатайский, прямо там сразу без конкурса. Там 3-4 года учатся. Значит, и последний семестр, да, вот в этом году, в начале года, у нас еще есть перекрестное соглашение с двумя судостроительными заводами. Это Балтийский завод, да, крупнейший завод, который в Санкт-Петербурге, и Онежский, это в Карелии. Последний семестр они прямо там проходят практику. Даже не практику, прямо там работают полгода. Вот отработали 10 студентов, которые 5 в Балтийском Санкт-Петербурге и 5 в Онежском. Они вернулись все, значит, и 5 из них трудоустроились уже у нас. То есть последний семестр у них был конкретно работали там прямо на том же заводе в Онежском. Значит. Поэтому уже подготовленные специалисты, часть из них дальше могут идти на высшее учебное заведение, да, ушли. Значит, часть у нас уже 5 уже трудоустроились. Поэтому перспектива и будущее у нас есть по кадрам. Да, я думаю, так и будет, потому так что впереди еще будут выпуски. Да, каждый год и жатайский техникум будет у нас востребован. Практику проходит, экскурсию проводим для школьников и так далее. Влад Михайлович, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Поговорили мы с вами на такую важную тему. По возможности приходите к нам еще. Спасибо, обязательно. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.